Здравствуйте! В эфире программа «Кинолетопись Якутии». И мы начнем свою передачу с того, что 23-й год объявлен годом труда. И, конечно же, в год труда невозможно не вспомнить об одном человеке, который отметил 90-летний юбилей 1 мая. Это Май Савич Третьяков. А говорить о нем и о том времени, когда начал активно застраиваться город Якутск, мы будем с нашим гостем Керемясовым Михаилом Николаевичем, заслуженным работником народного хозяйства республики, почетным архитектором России и Якутии. Пожалуйста, Михаил Николаевич, давайте начнем с вами сейчас с того, что мы с вами посмотрим фрагмент на экране. Аккуратно, это вахтар мастарым. Hayırlı bu İsmail Saviç. Budva. Banyak ottabun. Marı olatlar gelenler. Sunu aktarı beğende hunavun. Bugün kakras. Пятница, Оля. Управляющему Алексею Геннадьевичу Шмелеву и бригадиру Маю Савичу Третьякову приходится постоянно решать задачи, которые подбрасывает северная природа. Пески и плывуны создают порой непредвиденные технические трудности для установки свай. А установить их надо ни много ни мало 8000. В первую очередь комбината строители намечают пустить к 27-му съезду партии. А вот ордена получить этот меня толчок, конечно, когда получаешь. Первый получали мы в 75-м году, по-моему, там получал. Третьей степени много, человек 50, наверное, было, в всех республиках. Они в газетах писали, указы есть, еще, все смотрим, там видим, там, в газетах все. А потом второй степени через 5 лет опять смотрит там пополнение, как он работал раньше, сколько-то, опять профсоюз там. А вот третья степень, первая степень уже через тоже 5 лет, уже 15 лет. Уже этот ордена. Надо его очень длинные смысл этого получить. Да. Вот так сейчас выглядит Май Савич. Он бодр, энергичен. Он принимал участие на стройке всех таких наиболее значимых каменных, так скажем, если сегодняшняя тема, домов. В 1936 году вот как раз объединились два крупных предприятия, Якутстрой и Якуттяжстрой, и создался трест Якутстрой. Именно в Якутстрое работал тогда, начинал трудовую деятельность наш Май Савич Третьяков. Он из той великой плеяды первостроителей, можно сказать, которые внедряли именно как раз, как вы сказали, каменное строительство. И он кавалер 3 орденов славы, так, полный кавалер. Вот 3-й орден славы он получил на строительстве ДСК. Это вот тот, как мы сегодня называем, первый такой крупный завод домостроения на Вечной мерзлоте. Очень крупный был объект, и вот там он как раз получил вот этот вот заслуженный орден. Так. Ну и потом он тоже долго работал, он даже участвовал на строительстве объектов, которые предназначались для детей Азии игр. Вот это совсем недавно было, да, вот бассейн Чолбон, он там даже был. Вот до того он долго работал в строительстве, вот, совсем недавно эти объекты были построены, он в них принимал участие. Он большой наставник молодежи и всех этих рабочих кадров, которые так необходимы были в строительном комплексе республики. Он, естественно же, поднимал всех, учил, передавал свой бесценный опыт. Очень много прошло через его, значит, руки строительных кадров. Не только мы, я работал, но бригада самое главное. Медали получаешь, и надо еще двигать больше. Больше надо другой остающей бригады идти. Но я ходил там, как партия говорил там, и уходил там и поднимал все бригады хорошие. А эта бригада оставался и работал очень хорошо. Бригадир должен знать
если он заболел, человек, через 3 дня обязательно должен знать, как он заболел. Домой сходить надо, все там знать, как у него там ребятишки там, может, без одежды. Тогда в профсоюз идешь и просишь там помощи, чтобы профсоюз помогал этому человеку. И мы тоже бригада помогали. Если он заболел, тяжело, конечно, мы на табле как будто работал, там писал. И вот скажите, а как, допустим, контактировали строители и архитекторы? В советские годы очень, так скажем, трудно было работать именно архитектором. Была такая установка, что надо при проектировании объектов соцкультбыта, даже жилья, именно применять типовые проекты. Ну, видимо, экономика такая была и так далее. И, естественно, для строителей это было немножко легче, чем сейчас. Потому что там довольно просто, как сейчас все говорят, коробки были, коробки, да. А потом, когда уже комплекс стал переходить на рыночные рельсы, вот тогда у нас появилась волна творчества архитекторов. Здание КФН, комплекса факультета естественных наук, получило государственную премию России в области архитектуры. Авторы Николай Румянцев и Иннокентий Николаев. С тех пор как раз пошел такой рост творчества архитекторов. Можно также соотнести с тем, что сегодня, конечно же, появились новые прогрессивные методы строительства. Железобетонный каркас, который позволяет очень творчески подходить к формообразованию. И можно любые объекты строить, не то что в прежнее время. Вот в стройках тоже хожу. Знакомых там некоторые есть, знакомые есть. Ого, Майсавич пришел, говорит, посмотреть. Все. Вот это типовые, вот сейчас стройка идет, я все знаю, там арматура какие там, какие каркасы, ростверги, очень много. Ростверги идет колонна, колонна идет прикрытие. Это прикрытие надо, давить на колонну, 16 этажей, вот, например, все колонны, все, все связано, все, малолит, как вот стол у нас такой, как стол друг к другу положи, и так и есть. Тогда работает нога у него, это. Нравится, конечно, красота, вот. Раньше там только штукатурка у нас был, все. И типовой, одно типовой, как было, там никаких. А сейчас, может, они там по-всякому сделают, там вся красоту, там угол, там всякие, там вроде хорошие. Но если бить-то, а потом, когда 100 лет будет, посмотрим еще. А наши здания 100 лет есть, стоят они пока. Но вот в чем дело. На площади Ленина стоим, где в основном все здания практически были построены руками Майсавича и его бригадой. Можно сказать, что вот это здание Амосова 8 Минстроя тоже было построено. ДП сзади меня стоит, ДП-1 тоже он построил. Здание Якутзолота, детского мира. Все вот вокруг меня что стоит, все построено руками Майсавича. Не перестаю удивляться его энергии. Своей энергией он заряжает. И я думаю, и когда он работал, тогда всю свою бригаду заряжал своей энергией. И сейчас у него малые стройки ведутся. Он никогда не останавливается на одном месте, все время в движении, все время стройки. Я своим детям тоже показываю, они знают. Я сам тоже строитель. Мой сын тоже закончил университет, тоже по строительству. Поэтому я горд, и, как говорится, династия продолжается. А вот, скажем, в 70-е, 80-е годы, каким тогда был материал, из которого строили дома? Вот такое впечатление, что тогда-то было все качественнее. Первые дома каменные строились из кирпича. Вот Покровский был кирпичный завод. Сперва производил вот кирпич-сырец, так называемый, да, которые обжигали в обыкновенных печах. И потом уже в 50-е годы там построили настоящую печь обжиговую, и тогда уже пошла нормальная такая работа.
А позже уже начали появляться бетонные каменные блоки. Это подключился Бестягский завод железобетонных изделий. А в те годы вот кирпич, ну и дерево. То есть перекрытия деревянные, стены кирпичные, все, кладка полнотелым кирпичом шла. И довольно сложно было строить. Большое вам спасибо. И давайте мы, наверное, с вами сегодня еще раз поздравим от всей души Мая Савича Третьякова с его юбилеем. Пожелаем ему бодрости духа, пожелаем ему самых приятных моментов в жизни. И не только его, но и вообще всех строителей Якутии. Потому что город, в котором мы живем, он накладывает отпечаток на всю нашу судьбу. Спасибо. Дорогой дедушка, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Хочу сегодня сказать тебе спасибо за нашу семью Третьяковых, что ты был для нас всегда примером. От всего сердца поздравляю тебя с юбилеем. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. С самого детства ты являешься для меня примером для подражания. И я хочу когда-нибудь стать такой же, как ты, мудрой и умной. Дорогой Май Савич, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с 90-летием. Хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы нас радовали всегда своим советом, мудрым советом. И хочу пожелать всего хорошего. Пока ложу, еще бывает, здорово бывает, пожалуйста.